Неоценимый вклад в борьбу с COVID-19 внесла и станция переливания крови в столице Коми. Она заготовила 140 литров антиковидной плазмы. И сегодня сотрудников республиканской станции со Всемирным днем донора поздравил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Игорь Дягилев. Руководитель профильного ведомства высоко оценил работу службы крови. Только вдумайтесь, за год кровь здесь сдают более 37 тысяч жителей региона. Елена Кононова продолжит. Сначала регистрация, потом осмотр врача и анализ крови. И только после положительного теста можно пройти на сдачу крови в специальный зал. В основном здесь доноры с внушительным стажем. Но есть и новички. Среди них младший научный сотрудник Института биологии Евгения Перминова. Говорит, к этому она шла не один год, долго не решалась. Случай, который произошел 12 мая в Казани. Вот это очень сильно на меня повлияло. И когда там показывали тоже в новостях людей, которые стояли в попытках сдать кровь, окончательно меня сподвигло на то, что нужно пойти. За год в регионе кровь сдают более 37 тысяч жителей. 10 тысяч из них – постоянные доноры. Они сюда приходят почти каждый месяц. Внимательно следят на сайте службы за донорским светофором, где определенным цветом обозначена потребность в том или ином компоненте крови. А некоторых, особенно с редкой группой, специально вызывают. У Константина Пантелеева хоть и первая положительная, одна из самых распространенных, но зато хорошие тромбоциты – это краткоживущий компонент, который, как правило, используется в гематологии, онкологии и спасает пациента с большими кровопотерями. Раз в месяц можно только сдавать. То есть вот если подходит время, то вызывают, сдают. Вот сейчас вызвали, звонили в пятницу, позвали. Вот сегодня пришел. Впрочем, в Криобанке внушительные запасы. Случись автодорожная или другая авария с пострадавшими, чья-то кровь обязательно спасет жизнь. В начале пандемии в службе было некоторое затишье. Тогда больницы не принимали плановых больных, не делали хирургических операций. И срочной потребности в крови не было. Но уже через пару месяцев работа вновь закипела. Здесь начали заготавливать антиковидную плазму. Сегодня есть информация, и на Всероссийском форуме было объявлено, что максимальный клинический эффект, подобная плазма переболевших COVID-19, это должны быть люди серьезно переболевшие, то есть в тяжелой степени и с большим процентом поражения легких. Вот плазма от таких людей, она эффективна и помогает первые 3-7 суток заболевания. Это вот доказанные факты, когда проводятся большие анализированные исследования. Руководитель профильного ведомства региона сразу же вспомнил студенческие годы, когда сам бегал сдавать кровь, за что давали шоколадку и отгул. Игорь Дягилев отмечает хорошее оснащение и условия станции переливания крови. Я увидел условия на станции, сравнивая с московскими, петербургскими клиниками. Скажу, что они очень достойные условия оснащения, поэтому главный врач, коллектив, все огромные молодцы. И вот хочется их еще раз поздравить, пожать руку и пожелать долгих лет счастья, потому что огромную работу делают. При этом служба не перестает совершенствоваться. Если 2 года назад здесь изготавливали 12 компонентов крови, то сегодня 25. Кроме того, за развитие онлайн-технологий наших отметили на Всероссийском форуме службы крови. Это не только донорский светофор, но и обратная связь с донором. Благодаря сообщениям он знает, когда его кровь переливают какому-то пациенту. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.